Питання розвиття IT-індустрії, системи «Університет 3.0», адукація заміжних студентів і узаємообмін вопитом. Головне, підкреслює Інтигам Бабаєв, представники обидвох країн відкриті для діалогу, а молодь може виступити рухаючою силою співпрацівництва. Від теорії до практики. Під час зустрічі народилася і ідея сумісних проєктів. Наприклад, у Азербайджані широко розвитий волонтерський рух, і вони готові поділитися опитом з білоруською молоддю. Не супроть і самі вчитися. Постараемся сделать побольше обменных программ, чтобы как можно больше молодежи Беларуси могла посетить Азербайджан и наоборот, наша молодежь могла приехать сюда. Вчера, посетив молодежный патриотический центр, да, мы обсудили, что если есть возможность, база, почему мы не воспользоваться этим и во время летних каникул не направить сюда наших школьников, наших студентов и организовать совместный патриотический лагерь. И в будущем можно также организовать визит из Беларуси подростков в наши лагеря. Голос білоруської молоді так само гучить упевнено, підкреслює міністр едукації Білорусі Ігор Карпенко. На фінальній стадії знаходиться масштабна програма «Проект стратегії розвиття молодіжної політики Республіки Білорусь на 2020-30 роки». Узаємообмін поміж країнами, упевнений міністр, буде корисний для обидвох боків. Так, у листопаді у Баку під час Совета по справах молоді країн СНД планується підписання нового проекту сумісних мероприємств поміж Білорусью і Азербайджаном. Это дорогого стоит. Вот это вот прямое общение, прямой контакт, прямое взаимодействие. А если еще и будут работать различные проекты, вот как было предложено со стороны Азербайджана, вот подумать, может быть, какой-то айтишный проект совместный. Мы в этом плане предлагаем университет-партнер наш БГУИР, где есть и бизнес-инкубаторы. У Беларуси широко представлена азербайджанская диаспора. Бацькі фамілі Гаева приехали засталіся жить у нашей краине амаль что 20 годов тому. А хлопцы цікавяць, ці есть белорусская диаспора у Азербайджане. Мне было интересно побывать на данной встрече, поскольку я узнал очень много нового для себя, для того, как жить мне дальше. И мне было приятно послушать Интигама Вагифовича в частности. Я уверен, что у нас есть будущее в развитии белорусско-азербайджанских отношений. Встреча для меня показалась очень интересной. На встрече обсудили вопросы международных контактов между Азербайджаном и Беларусью в сфере образования. Это интересно для нас, как для студентов, потому что мы открыты к международному диалогу. Мы также пообщались с представителями азербайджанской молодежи. И в дальнейшем мы надеемся, что наши университеты, как и наши страны, будут расширять сотрудничество. Для гостей провели экскурсию у самой буйной брестской школе номер 11. Тут навучаецца каля 1500 хлопчиков и девчонок. Працягнуў программу визиту святочный концерт у областным ЦМТ с уделом коллективов двух краін. Нас сустрэлі ў Беларусі вельмі цёпла, ветліва. Асабліва спадабалася беларуская гасціннасць. Мы ўбачылі шмат цікавых гістарычных месцаў. Очень теплые впечатления. Наши народы всегда дружили, братские страны, поэтому мы здесь чувствуем себя реально как дома. Не чувствуется совершенно, что мы в другой стране. Очень вас гостеприимно, очень так тепло, как-то вот по-нашему. Любим вас! Евгения Мороз, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».